Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня День радио. Профессиональный праздник работников радиовещания, почтовиков, связистов, радиолюбителей. С помощью радиоволн информация стала доступной для огромного количества людей. Из всех СМИ радио, пожалуй, самый демократичный способ информировать и объединять людей. Ну а интернет дал миру возможность еще и обмениваться информацией в разных форматах. Это аудио, видео, контент. Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий нашей республики. Анатолий Скалонович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Викторович. Вот сегодня вся страна отмечает День радио. Несмотря на то, что дата эта посвящена изобретению именно радио, празднуют ее работники всех отраслей связи. Ну и понятно, что развитие этой отрасли невозможно без развития все-таки интернета, который прочно, надолго вошел в нашу жизнь. И вопрос интернета, обеспечения интернетом жителей республики был всегда для Якутии актуальным. Насколько я знаю, работы по линии министерства идут с опережением графика, но все же озвучите, пожалуйста, цифры, какой процент якутян сейчас имеет доступ к высокоскоростному интернету. Спасибо, Иван Викторович, за вопрос. Сначала, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем связи, с Днем радио, всех ветеранов отрасли связи, всех работников отрасли связи, всех тех, кто непосредственно сегодня обеспечивает стабильную и надежную связь. Вот. Что касается вашего вопроса, Иван Викторович, действительно в указе главы об инновационном цифровом развитии номер 149 была поставлена задача к 2024 году покрыть 85% населения именно высокоскоростным интернетом. Мы эту задачу выполнили с опережением. В прошлом году мы достигли цифры 87,5%. И, конечно, двигаемся дальше. То есть мы не будем останавливаться на этой цифре. Надо сказать, что в прошлом году мы подключили 50 населенных пунктов, примерно около 2000 километров ВОЛС мы строим ежегодно. Несмотря на тяжелый пандемийный год, ни на секунду работа не останавливалась. И надо сказать, что уже 298, ну почти 300 населенных пунктов имеют оптоволоконные линии, да, что дает возможность подключать дома не только к быстрому интернету, но и давать быструю связь нашим сотовым операторам, то есть переходить от 2G и 3G к связи 4-го поколения, то есть к мобильному интернету, потому что, как показывает статистика, якутяне больше всех предпочитают пользоваться именно мобильным интернетом, именно смартфонами, то есть проникновение количества смартфонов у нас в стране самое высокое вообще по стране. Да? И вот недавно я получил отчет статистики за прошлый год, там был действительно опрос населения, у нас 91% домохозяйств имеет доступ к БШПД, то есть широкополосному интернету. И вообще это в среднем на почти несколько процентов выше, чем в Российской Федерации и на Дальнем Востоке. То есть мы, несмотря на огромную территорию, по проникновению интернета гораздо выше. Но при этом, понятно, у нас больше 500 населенных пунктов. И сейчас вот идет вопрос как раз строительства ВОЛС в арктических районах. Да, отдаленных наших районах, и этот шаг мы сделали. В прошлом году мы подключили Оленёкский район. Мы 432 километра от Удачного до Оленька построили линию. Это, я считаю, что прорыв. Сейчас подписано соглашение с Анабарским районом, и мы будем подключать Саскалах и Урюм-Хая. То есть выйдем на Северный Ледовитый океан. Это, если бы там года 3 назад, 4 назад сказали бы об этом, это было как мечта. А сегодня это реальность, которую мы делаем. Более того, мы в прошлом году по заданию главы подключили полис холода Омикон. У нас сейчас 3 района в республике, которые полностью подключены, все населенные пункты подключены к быстрому интернету. Это Нюрбинский, Чарапчинский и Мирнинский районы. И вот Омиконский район осталось в этом году подключить село Тирют. И, соответственно, у нас Омиконский район тоже будет полностью, все населенные пункты подключены к ВОЛС. И таких районов, на самом деле, уже несколько, которые близко приближаются. Это Хангаласский, Мегино-Кангаласский район, Татинский район. То есть там есть еще отдаленные населенные пункты, но, в принципе, ну, допустим, это Чкалов в Хангаласском районе, который находится на острове. Да? То есть там нужно радиорелейную линию бросить, соответственно, тогда Хангаласский район полностью покроется быстрым интернетом.
И вот хорошая новость, может, для коллег, кто, или для жителей, кто не видел, не смотрел, мои прямые эфиры в Инстаграме, в которых я часто выхожу, ежемесячно рассказываю о своих планах. Вот в этом году мы договорились с компанией «Импульс», начнем строительство подключения поселка Зырянка, Верхнеколымский район. И у нас есть такие смелые планы пойти по Колымской группе районов до поселка Черский. Это тоже, вообще вот эти планы по Арктике я озвучил в 2018 году тогда министру связи Константину Носкову. Многие посчитали, что это экономически невыгодно и неправильный подход, но я считаю, что жители Арктики — это сейчас у нас приоритет, и они ничем не отличаются, а более того, у них другого выбора нету, да, Иван Викторович, если вот у жителей города Якутска или центральных городов можно сходить в банк, пользоваться там банкоматом, МФЦ есть, то в таких населенных пунктах, как Оленек, там, допустим, или тот же Соскалах, да, там только и через интернет. То есть это и госуслуги, это дистанционное образование, это медицинские услуги. Это сейчас мы уже пробно прошли вот в апреле пробовать голосовать даже через сайт ИПГУ, да, то есть теперь у них или заказать какой-то товар, ну, интернет для них является единственным, можно сказать, таким возможностью пользоваться такого рода услугами. Поэтому для них это гораздо важнее. Что касается планов, если говорить про связь, я вот коротко очень сказал про сотовую связь. Вы знаете, я уже второй год активно ставлю вопрос перед Минцифрой России строительства связи вдоль федеральных автомобильных дорог. У нас их 3, это автодорога Колыма, Лена и Вилюй. Мы полностью провели вместе с компанией Росселеком радиологические исследования, покрытие зоны, мы примерно знаем. Там уже есть покрытие, определенный процент покрытия дороги, это в основном возле населенных пунктов. Мы выявили пустые места, и вот я в апреле месяце встречался с министром цифры Российской Федерации Максутом Игоревичем Шадаевым, поставил этот вопрос о том, что да, действительно надо, вот у нас Вилюй, допустим, и Лена очень классно ремонтируются, появляются очень скоростные участки, и, к сожалению, происходит очень много аварий, да, и медицину катастроф, как говорится, высокая потребность вот, в кнопке 112. И я нашел поддержку со стороны министра, и я очень надеюсь, что мы этот вопрос решим и начнем строить, в том числе сотовую связь вдоль автомобильных дорог. И крайне еще хотел сказать, что в прошлом году же Владимир Владимирович Путин поднял вопрос о том, чтобы программу устранения цифрового неравенства снизить планку. Раньше было от 250 населения, сейчас от 100. Да, таких населенных пунктов у нас до переписи, которая вот сейчас началась, 42. И вот в 42 населенных пунктах тоже по программе УЦН придет быстрый интернет. То есть, Иван Ильич, я хочу сказать, что на спутниковом интернете, включая спутник, у нас почти 100% покрытия, но вот количество волн будет приближаться там 90-95%. Ну, темпы действительно впечатляют. Еще один важный момент – это национальный проект «Цифровая экономика», в рамках которого идет подключение к интернету социально значимых объектов по всей республике. И, насколько я знаю, на этот год, до конца этого года, должно быть подключено 1200 таких объектов. Какие учреждения входят в этот список социально значимых, что уже подключено и что осталось? У нас хорошая новость, мы уточнили список, нам это право дано Минцифрой. Мы добавили объекты культуры в этом году, у нас теперь количество увеличилось до 1338 объектов. В этом году мы будем подключать 661 объект. Практически в этом году завершается эта программа, она была рассчитана на 3 года. Действительно, это были федеральные средства на подключение социально значимых объектов. Это образовательные учреждения, медицинские учреждения, учреждения пожарной инспекции и администрации наследников. Да? И на самом деле, благодаря этому проекту мы уже более 600 объектов подключили, и они сейчас подключены за счет федеральных средств. И эта программа, что еще нам Виктор Иванович дала, да, то есть мы, скажем так, пришли в новые населенные пункты. То есть теперь школы, допустим, или администрация являются узлами связи, потому что ВОЛС там не было, и мы благодаря СЗО вот в этом году, да, и в том числе СЗО, УЦН программе 75 населенных пунктов подключим. То есть как бы это дает стимул развития инфраструктуры. Ну да, у нас практически ни один ФАП, ни одна школа. Школа у нас в городе получает 100 мегабит, на населенных пунктах, где спутниковый сегмент,
10 мегабит, да, то есть, а ФАПы 1 мегабит. То есть, в принципе, теперь у нас все социально значимые объекты будут подключены к интернету. Это очень классная программа. Мы благодарим за это Минцифры Российской Федерации. Это будет еще и важно очень на самом деле, получить качественные те же самые медицинские услуги вовремя и в полном объеме. Абсолютно верно. Сейчас, вы же видите, у нас вышло несколько важных документов. Я вот, пользуясь случаем, скажу, у нас вышло 3 таких документа. Это указ о создании цифрового офиса, да, по цифровой трансформации, который возглавляет лично Арсений Сергеевич Николаев. Вот. Также вышел указ о стратегии цифровой трансформации республики, где показаны, написаны KPI, что мы должны достигнуть. И вот буквально недавно, где-то в апреле месяце, в прошлом месяце подписан указ, где написаны четкие метрики достижения по каждой отрасли. То есть, допустим, по здравоохранению мы вот недавно совещание с Леной Фролиной проводили, мы знаем четко, что мы должны сделать по цифровизации здравоохранения. Вот, допустим, дата-центр, который мы сейчас строим, я забежал немножко вперед, но хочу сказать, что уже все облачные сервисы крутятся на нашем дата-центре, да, и мы обеспечиваем информационную безопасность. Более того, сейчас внедряется РМИС, это единая медицинская система, вся информационная система, где хранятся данные всех пациентов, да, это практически все жители республики. И теперь не надо будет там, переезжая там, допустим, из районного центра в городскую больницу или республиканскую больницу, там возить с собой толстую медицинскую историю. Да, свою медицинскую историю, там, свои эти карточки личные, там, или сдав анализ там, эти анализы там, сдавать повторно. То есть, в принципе, более того, мы еще внедрили сейчас облачную поликлинику, в которой можно записываться и на прием через сайт госуслуг, и проходить, сейчас закон разрешает повторное посещение врача, не надо идти ножками, да, то есть все это в облаке можно получать. Также будет и выписка медицинских рецептов, то есть все это будет в электронном виде. Я к чему это говорю? К тому, что сейчас вот эта инфраструктура позволяет все это делать в цифровом формате. Еще один очень важный вопрос, который, мне кажется, каждому жителю нашей республики очень актуален. Это вопрос так называемой последней мили. Решить этот вопрос поручил глава региона в своем послании. Какие работы в этом направлении ведутся? Действительно, последняя миля – это вопрос очень важный. Вот, ну, получается так, что мы очень быстро строим магистральные линии, то есть мы приходим там, в Оленек, там, да, в Ваймикон, какие-то населенные пункты, да, ну и, конечно, стоит вопрос подключения непосредственно домохозяйств, абонентов, да. В прошлом году мы разработали такую программу, туда подключились практически все операторы связи, вот, и Ростелеком, вот, и отдельно этим вопросом будет заниматься компания ТЦР, которая проходит сейчас акционирование, и буквально в мае месяце они меняют свое название, они становятся акционерным обществом, они получают название Arctic Telecom. И вот как раз в стратегии Arctic Telecom вшита задача строительства последних миль. Они в прошлом году показательно построили внутренние сети в поселке Тикси. То есть это внутренние сети, которые уже сегодня позволяют получать, там, ну, дистанционно преподавать, да, детям там какие-то внутренние сервисы, свой внутренний бэкбон получается сервис, да, что снижает, во-первых, на 30% нагрузку на спутник, ну и дает возможность общаться. Когда придет ВОЛС по Северному Ледовитому океану, да, то есть по Севморпути, такое соглашение мы с Мегафоном компании глава республики подписал 25 января. Вот, и, соответственно, когда ВОЛС придет в Тикси, у нас уже сетка построена. Также мы строим в Депутатском, будем строить в Батагае и в других населенных пунктах, в том числе и в пригородах города Якутска. Очень много обращений из поселка Марха. Мы в прошлом году начали строить Маган, Табага, Хатас. И я хочу сказать, что до конца 2022 года мы все пригороды Якутска полностью закроем вот последние мили. Вообще я хочу сказать, что в прошлом году построено 6,5 тысяч домохозяйств. Но хочу сказать, что один момент такой хочу сказать, что вот, пользуясь случаем, вообще возникают там вопросы тарифов сразу, да, и хочу сказать, что единственный тариф, который в течение 10 лет снижается, это тариф на связь. Мы все прекрасно помним, у нас вот в этом году исполняется 10 лет нашему министерству связи, да, и 10 лет назад сколько стоил мегабит в Якутске. То есть это в сотни раз он уменьшился, тариф, сейчас в Якутске мегабит стоит 95 рублей. В свое время несколько десятков тысяч он стоил.
Поэтому я к тому, что есть экономические вопросы, и когда один частный дом стоит там в 1,5 километрах, конечно, не всегда выгодно операторам связи строить. Но мы находим возможности и даже решаем вот такие вопросы. То есть как раз вопрос последней мили, он самый такой, можно сказать, болезненный, но вот благодаря поддержке главы и вот созданию собственной телеком-компании это нам удается решать. Давайте затронем проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого проекта начались работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем. На каком этапе работы находятся сейчас и когда будут внедрены уже первые эти системы? Действительно, в прошлом году по этому у нас проекту был объявлен конкурс среди субъектов. Не все субъекты получили такую возможность. Мы совместно с Министерством транспорта Республики подали такую заявку, выиграли, заняли 11 место и получаем с федерального бюджета средства для того, чтобы реализовать эту программу. В этом году конкурс уже объявлен, и что туда входит? Да? То есть это весогабаритный контроль, это умные светофоры. То есть вы знаете, что в городе образуются пробки, да, то есть светофоры как-то не отрегулированы, скажем так, не учитывают трафик утренний, дневной, вечерний, ночной. То есть сейчас идет полностью мониторинг, сейчас будет считываться весь трафик, и благодаря внедрению этой системы мы снизим там, по разным расчетам от 15 до 20% увеличится пропускаемость дорог, да, соответственно, сбалансированность этих светофорных объектов. Вот. Ну и появятся такие табло, которые показывают метеорологическую ситуацию на основных трассах наших, да, въездных. Вот. Ну и появится еще система видеонаблюдения, которая тоже позволять будет регулировать трафик. То есть это все на федеральные деньги. Дата-центр, о котором вы упомянули, давайте поговорим поподробнее. Недавно на своей странице в Инстаграм вы писали о его строительстве нового центра обработки данных. Что даст это республике? Ну, пандемия показала, что на самом деле обладать собственной инфраструктурой – это крайне важно. Вот тот дата-центр, который правительство у нас сегодня есть, функционирует с 2013 года. На нем сегодня работает 700 информационных систем, а мы обеспечиваем бесперебойную ее работу. Это и электронный документооборот, который мы внедрили в правительстве и в государственных учреждениях и муниципальных образованиях. Это наш портал Е-Якутия, все наши ВКС, которые мы проводим, все благодаря нашему дата-центру. Но сегодня для того, чтобы провести трансформацию других отраслей, там, здравоохранения, как я уже говорил, образования, транспорта, умного города, да, банковского направления, для этого требуется такой сервис. У нас, к сожалению, коммерческих дата-центров в Якутске нет, и такого сервиса, куда обратиться, некуда. Да? Поэтому было принято решение строить опорный дата-центр как раз не только для государства, а именно для отраслей экономики, крупных корпораций, частного сектора, ну, в том числе, допустим, Северо-Восточный федеральный университет, архив, национальная вещательная компания. Да? Вот сколько у нас за 55 лет на телевидении архивных материалов сохранилось. А их нужно все оцифровывать, и их надо где-то, Иван Викторович, хранить. Это касается нашей национальной библиотеки, это касается наших музеев, то есть всех архивов. Мы понимаем, что это терабайты памяти нужно. Поэтому и они должны быть защищены по последнему слову. То есть это дата-центр будет Tier 3 по последнему слову. Мы сейчас вместе с коллегами отрабатываем в правительстве. Арсений Сергеевич поддерживает этот проект, и мы в конце года должны уже этот дата-центр запустить, что позволит действительно те же сервисы, вот если говорить простым языком, вот образовательные сервисы, мы в прошлом году помним, как, допустим, федеральные сайты УЧРУ, допустим, после обеда плохо работали. Это не только, все думают, сразу связь там падает, это вот нагрузка на сервер, когда западная часть страны просыпается и идет большая нагрузка, поэтому нам нужно здесь иметь собственный ресурс. Анатолий Скалонович, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Те вопросы, которые мы не успели затронуть сегодня, станут отличным поводом пригласить вас в студию еще раз и продолжить обсудить цифровое развитие нашей республики. Благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Ну и с праздником, конечно. Спасибо, с праздником вас. Вы смотрели актуальное интервью. Гостем нашей студии сегодня был Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.